Добрый день. Мы начинаем. Мы начинаем вебинар на тему проблемы с грудным вскармливанием, что делать и как их избежать. Так, пишут мне, что нет звука. У меня все включено. Марина, пожалуйста, напишите, как сейчас. У меня идет отметка, что звук есть, и на оборудовании моем тоже звук подключен. Все хорошо. Замечательно. Спасибо. Ну что, представлюсь. Меня зовут Григорьева Евгения Сергеевна. Я психолог, консультант по грудному вскармливанию. И сегодня мы посвятим ближайший час теме основных трудностей, которые возникают у молодых мам при организации грудного вскармливания малыша. Данный вебинар организован в рамках работы консультационного центра просветительского проекта «Академия будущих родителей». В рамках данного проекта мы уже обсуждали много тем, и сегодня мы поговорим про тему, которая будет актуальна молодым родителям, а именно молодым мамам, которые хотят, чтобы и грудное вскармливание малыша было приятным, радостным, полезным для малыша и для самой мамы, конечно же. Я готова отвечать на вопросы, которые будут возникать у участников вебинара, поэтому если что-то захочется спросить, пожалуйста, пишите в чате, я вижу и буду реагировать по ходу вебинара, по ходу раскрытия темы, либо уже по итогу. Мы разберем несколько самых частых сложностей, с которыми сталкиваются мамы. И мы также, конечно же, обсудим, как избежать этих трудностей, как помочь себе, поскольку, к сожалению, до настоящего практически времени в обществе и среди врачей, в частности, тоже преобладает восприятие грудного вскармливания как чрезвычайно естественного процесса, который как будто бы должен сам по себе организоваться. И хотя роды вроде бы тоже очень естественный процесс, тем не менее уже никто не думает о том, что роженица может родить совершенно без помощи и совсем прекрасно справиться, и никаких сложностей у нее не возникнет на этом пути. Медицинское сообщество, да и общество в целом воспринимают роды уже сейчас как, безусловно, естественный процесс, но также допускают, что это момент жизни женщины и ребенка, который может приводить, на пути которого женщина может сталкиваться со сложностями, где ей понадобится помощь грамотных специалистов. Грудное вскармливание я предлагаю рассматривать также. Да, это, безусловно, естественный, физиологичный процесс. Он вложен в саму систему организма женщины, гормональную сферу. Психологические моменты очень сильно участвуют в организации грудного вскармливания. То есть мама чувствует своего ребенка, мама понимает его на каком-то глубинном, интуитивном уровне. Да? Безусловно, это есть. Тем не менее, как и любой другой акт, как и любое другое поведение, на пути организации грудного вскармливания мама может сталкиваться со сложностями. Это нормально. И в этом случае маме нужна помощь специалистов. В настоящее время существует множество источников для получения информационной поддержки. В интернете можно найти любую информацию, однако она там настолько разнообразна и часто противоречива, что мамы тоже теряются и не могут сориентироваться. В роддоме, когда мама находится, врачи больше заняты состоянием ее послеродовым восстановлением. И поскольку сейчас роддома уже взяли курс на то, чтобы как можно быстрее маму и малыша вернуть домой, в их родные стены, в родную атмосферу, к которой они хорошо адаптированы,
стараются маму с малышом выписать и не держать излишне в больнице, в условиях стационара. И часто происходит так, что выписывая маму на 3-е сутки после рождения ребенка с малышом домой, врачи не могут оказать помощь и поддержку в организации грудного вскармливания, поскольку оно еще не сильно запустилось к 3-м суткам. Да? Бывает, что на 3-е, на 4-е сутки активно идет этот процесс, только он запускается, да? Первые сутки, там несколько, сутки-двое, ребеночек еще может не активно сосать, может отдыхать, и у мамы еще не пришло зрелое молоко. Так вот, оказывается, наша мама без помощи, к сожалению. Поэтому мы с вами сейчас разберем основные трудности, с которыми мама может столкнуться, для того, чтобы она могла сама сориентироваться и вовремя обратиться за помощью к нужному специалисту. Надо сказать, что не каждый врач компетентен в вопросах грудного вскармливания, и иногда мамы обращаются не к тому специалисту, получают либо неадекватную помощь, которая даже вредит, либо вообще не получают помощи. Им говорят: идите домой и купите смесь, или идите домой и разбирайтесь, потому что может быть, естественно, все у вас получится, все кормили, и вы выкормите, да? И, к сожалению, мамы разочаровываются, бросают грудное вскармливание, либо сталкиваются с такими проблемами, с которыми, потом очень много сложностей, да, возникает. Поехали. Итак, мы начнем с того, что мы рассмотрим основную, не причину, да, основной фактор, определяющий успешность грудного вскармливания, это правильное прикладывание, особенно поначалу, особенно в первые дни жизни малыша, в первый месяц. Это самый важный момент, который предопределяет появление трудностей, либо наоборот профилактирует появление трудностей, если правильное прикладывание налажено, мама умеет прикладывать, и сложностей в этом нет у нее. Итак, как же оно выглядит? Посмотрите, пожалуйста. Правильное прикладывание выглядит так, как показано на изображении. Здесь показана фотография подросшего малыша, месяцев 3, 4 и даже, может быть, больше. Ребеночек в первые дни, естественно, меньше по размеру, ротик его меньше, и он немножечко по-другому находится на груди. Дальше будут картинки, там будет показано это. Тем не менее, в общем, явно эта картинка демонстрирует, как выглядит правильное прикладывание. Есть несколько симптомов правильного прикладывания, признаков, на которые я рекомендую обратить внимание и, может быть, пометить себе, записать их, так, чтобы потом в дальнейшем вы могли контролировать прикладывание по этим признакам. Итак, первый признак правильного прикладывания – рот ребенка широко раскрыт, примерно на 180 градусов. Ребеночек открывает рот навстречу материнской груди, это очень похоже на то действие, когда мы хотим откусить кусок от большого яблока. Да? Мы должны откинуть головушку, приподнять подбородок и широко раскрыть рот навстречу этому яблоку. Да? Также действует ребенок, он интуитивно занимает правильное положение у груди матери и широко раскрывает рот. Именно в тот момент, когда он широко откроет рот, и следует вставлять грудь в рот ребенку. Второй признак правильного прикладывания – большая часть ареолы находится во рту у ребенка. Мы видим здесь подросшего ребенка, его ротик уже достаточно большой, и ореола мамы совсем не видна, она полностью скрыта во рту у ребенка. У ребенка новорожденного ореола может не помещаться в ротик, однако во рту скрывается большая часть нижней части ореолы тогда, да? То есть верхняя часть может быть видна маме, а нижняя часть ареолы скрыта полностью во рту у ребенка. Что нам это дает? Да? Почему так правильно? Большая часть грудного молока, около 60%, находится за ареолой. Не по всему периметру груди, не по всему объему молочной железы, а именно за ареолой. Поэтому, если ребенок захватывает ареолу, то его мышцы работают так, что они стимулируют участки ареолы за ареолой, и молоко
активно идет по протокам, и ребенок наедается у нас. Ему не нужно добывать это молоко из дальних каких-то долей, да, он работает вот с тем местом, где оно накапливается, а именно за ореолой. Третий признак правильного прикладывания – нос ребенка касается груди матери, а подбородок вжат в нее. Да? И я вижу, что здесь этот признак, да, подбородочек не вжат в грудь матери, потому что нам уже показывают спящего, расслабленного ребенка. Но у деток новорожденных вот выглядит это примерно так, да, то есть посмотрите, пожалуйста, на нижнюю картинку правую цветную, да, или черно-белую, где нарисовано правильное кормление, да, написано, вот, подбородочек вжимается в грудь, и нижняя ореола находится во рту ребенка, да, вот мы видим этот признак. Носиком ребенок может касаться груди матери, при этом мы не слышим сопения, мы не видим, что грудь сильно нависает и мешает дыханию ребенка. Да? То есть ребенок свободно у нас хорошо дышит. Устройство нашего носа таково, что оно специально подстроено под мягкую, покатую материнскую грудь. Если мы возьмем кошек и котят, их детенышей, то мы увидим, что у них другое строение груди молочных желез у кошки и, соответственно, другой носик у котят. Плоский животик, на котором торчат соски у кошки, и плоский носик у котенка дают максимальное соприкосновение. Поскольку материнская грудь у человека, да, женская грудь мягкая, покатая, бывает объемная, на нашем носике есть такой хрящик, который толкает мягкие ткани молочной железы, создавая некую такую ямку. А проходы носовые, да, могут в это время успешно потреблять воздух, получать воздух. Поэтому нависающая над носиком грудь не мешает сосанию и дыханию у ребенка. Это третий признак правильного прикладывания. Четвертый признак правильного прикладывания – ребенок не издает посторонних каких-то звуков, то есть кормление происходит в тишине, нет ни чмоканий, ни цоканий, ни каких-то звуков там, да, вот таких вот каких-то рычащих. Это говорит о том, что осуществляется вакуумное прикладывание, вакуумное сосание. Ребенок создает вакуум, на голосовые связки не попадает воздух, и звук не может быть образован. Это говорит еще и о том, что ребеночек не наглотается воздуха и, соответственно, не будет делать отрыжки, не нужно будет его держать столбиком и так далее. Да? То есть это во всех отношениях хорошо. Вот такое вот вакуумное тихое сосание. Следующий признак правильного прикладывания – маме не больно. Это основной признак правильного прикладывания. Мама не должна испытывать страдания. Маме не должно быть больно. Грудное вскармливание должно быть приятным. Может быть так, что глазками вы видите, что все красиво, ребенок не издает никаких звуков, он вроде бы прижат к маме, вроде бы он захватывает ореолу, но вам больно больше 10 секунд от момента прикладывания. Это значит, что прикладывание было неправильно сделано. Не стоит терпеть боль, потому что она приводит к большим таким тяжелым последствиям. Мы их сегодня рассмотрим на вебинаре. Не стоит это терпеть, нужно аккуратно высвободить грудь, либо засунув пальчик в уголок рта ребенка. Это вызовет рефлекторное разжимание челюстей, и, соответственно, можно будет легко, безболезненно выпростать грудь, да, изо рта у ребенка. Либо, зажав носик, ребеночек у нас не сможет дышать на некоторое время, на несколько секунд, и выпустит грудь, желая сделать вдох ртом. Да, это тоже позволит вам безболезненно изъять грудь у ребенка и снова попробовать еще одну сделать попытку правильно приложить ребенка к груди. Во время правильного прикладывания ребенок должен быть тесно прижат к матери, то есть должно быть такое касание, что мать как будто бы хочет его прижать к себе, держать на руках. Да? Между мамой и новорожденным ребенком, пока он такой очень у нас маленький, да, не
должно быть никаких преград. Кожа к коже, живот к животу, да. Ребеночек очень маленький у нас по размеру и не может тянуться до маминой груди. И более того, мама тоже не должна тянуться к ребенку грудью. Есть ну, такое выражение, да, мы не грудь даем ребенку, а ребенка прикладываем к груди. То есть мы ребенка к себе прижимаем, а не наоборот, мама тянется к ребенку. Да? Очень часто я вижу, как мамы прикладывают, вот они положат своего ребеночка, они его любят, они его берегут, они его устраивают удобно, и сами как-то подстраиваются к малышу, сами как-то хотят ему дать грудь, да, и в итоге у нас ребенок лежит там на краю кровати где-то, да, как мама его положила изначально, а сама мама к нему подползает, ей крайне неудобно, она занимает очень неловкое положение, ей тяжело в нем находиться долгое время, а иногда кормление занимает и час, и полтора, у нее затекают руки, ноги и спина болит, ей неудобно, да и ребенок неправильно в этом положении приложен. Да? Поэтому следует прежде всего при правильном прикладывании сначала маме самой уложиться, лечь удобно, или сесть удобно, использовать подушки, которые приподнимут ребенка в положении сидя на уровень груди. Вот как показано на верхней картинке, ребенок должен находиться на уровне груди матери. Если мама будет так долго держать на руке, то она очень быстро устанет, ребенок соскользнет у нее, сползет на кончик соска и будет его травмировать, ей будет очень больно. Так вот, чтобы этого не произошло, маме следует под ребенка положить подушки, достаточно твердые, упругие, чтобы они не провисали под ребеночком, и ребенок был зафиксирован, приподнят на уровень груди. Если же мама лежа кормит на боку, то ребенок должен быть тесно к ней прижат, тоже расположен на боку. Он должен быть опущен достаточно низко, так, чтобы соблюдалось расстояние нос-сосок. Посмотрите, пожалуйста, на картинку, которая вот правая, да, где показана техника правильного прикладывания. Ребенок, чувствуя что-то упругое, твердое, сосок, да, пахнущее молоком, у него срабатывает сосательный и поисковый рефлекс, он открывает рот и готовится к сосанию. Когда мы стимулируем вот этот поисковый рефлекс у ребенка, мы хотим, чтобы ребенок раскрыл широко рот, мы подносим сосок в область между носом и ртом, да, вот здесь, к носику. Таким образом, мы должны нос-сосок сделать, вот такое вот положение. Ребенок располагается в таком вот положении относительно мамы. Очень многие мамы делают ошибку. Лежа, они укладывают ребенка рядом очень высоко, так, что ребенок даже не может достать да, до груди. Маме приходится подтягивать грудь наверх, а ребенку приходится опускать голову. Да? И таким образом они принимают неправильное положение, маме становится больно, ребенок не может эффективно сосать. Поэтому ребенок в любом положении должен быть приложен в такой вот позиции нос-сосок на одной линии. То есть сосок мы даем не в ротик, а к носику. Это заставляет ребенка широко раскрыть рот и откинуть голову, да? То есть занять правильное положение у груди. В тот момент, когда он откидывает голову, открывает широко рот, маме следует сделать такое двунаправленное действие. С одной стороны подать грудь, с другой стороны прижать ребенка к себе, да? Приблизить. И они занимают правильное положение. Безусловно, мне очень сложно сейчас не на практике, да, показать и рассказать о том, как выглядит правильное прикладывание и как правильно войти в него.
Если у вас есть сложности, пожалуйста, обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию. Да? Если вы находитесь в роддоме, то вы можете там запросить помощь по правильному прикладыванию. К вам придет специалист и покажет вам, как ребеночка прикладывать. Помните, что это основополагающий фактор в успешности грудного вскармливания. Если будет правильное прикладывание, то с большой долей вероятности у вас не случится трещин сосков, у вас не случится застоя, у вас не случится инфицирования раны, у вас не случится дефицита молока. Да, то есть вы избежите очень многих проблем с грудным вскармливанием. Неправильное прикладывание ведет к трещинам соска, к болезненности, к инфицированию раны, к дополнительному, да, лечению, которое мама должна будет делать, к застоям, к невозможности опорожнить грудь, в которую постоянно приходит молоко. Молоко у нас образуется 24/7, то есть как капающий кран, кап, 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 постоянно молоко образуется. А если маме больно кормить, она не может опорожнить грудь, она не может приложить ребенка, у нее очень быстро формируется застой и другие трудности. Поэтому правильное прикладывание – это то, что должно быть налажено желательно уже в роддоме, чтобы мама понимала и уверенно поехала домой кормить ребенка. Если есть вопросы, пишите. Мы пойдем сейчас дальше по содержанию нашей темы и обсудим сейчас с вами то, что напрямую касается прикладывания ребенка к груди и успешности грудного вскармливания. Достаточно частым запросом от мамы является ситуация, когда у мамы нестандартной формы сосок или два соска разной формы. И тут я их очень удивляю тем, что для грудного вскармливания сосок не нужен. Сейчас попробуйте переварить эту мысль. Да? Сосок – это ориентир, куда сосать. Сосок не участвует в грудном вскармливании. Сосок был придуман для того, чтобы наш спящий младенец, который с трудом еще различает предметы, обстоятельства, который должен кормиться во сне, в темноте и так далее, смог сориентироваться относительно тела матери и найти место, куда сосать. Если мы с вами опять обратимся к млекопитающим, а самые близкие и понятные нам млекопитающие – это кошки, мы тут с вами вспомним, что котята вообще-то рождаются вообще слепыми. И они тычутся носом в живот матери. Во-первых, они точно так же, как и наш человеческий детеныш, да, очень обладают развитым обонянием. Они тычутся в живот матери, натыкаются на выпуклый, упругий предмет, это сосок, и понимают, что сосать надо сюда. То же самое делает наш детеныш. И если у мамы классическая форма соска, он выраженный, ребенок его находит, и он хорошо раскрывает рот на этот стимул. Если же у мамы короткий или плоский, или даже втянутый сосок, то детки на такой груди могут быть дезориентированы. Они не понимают, куда надо сосать, куда надо открыть рот. И добиться от них открытия рта бывает очень сложно. Но, уважаемые мамы, такие соски, как плоские, короткие или втянутые, не являются противопоказанием для грудного вскармливания успешного. Просто потому, что все неадаптивные формы строения нашего тела были утрачены в ходе эволюции. И если такой ген, который отвечает за короткий или плоский или втянутый сосок, сохранились, значит, младенцы таких матерей выживали и продолжали передавать свои гены своему потомству. Да? То есть сделаем здесь вывод. Кормить ребенка грудью, грудным молоком у вас получится. Так же, как это получалось у тех женщин, у которых совершенно не было никакой альтернативы. Они не могли пойти в магазин, купить смесь и кормить ребенка смесью вместо своего грудного молока. У них не было такой альтернативы. Они кормили грудным молоком. Они прикладывали ребенка к своей груди. И дети, естественно,
научались сосать грудь матери. Вам может быть сложнее поначалу. Я соглашусь с тем, что такие соски чаще травмируются, потому что маме сложно приложить много попыток, ребенок не берет, соскальзывает, капризничает, очень много уходит нервов, сил. Вам нужна помощь специалиста. Обратитесь, пожалуйста, к консультанту по грудному вскармливанию. Он поможет вам подобрать нужную форму, вернее, позу для кормления, также научит вас пользоваться накладками для сосков в случае необходимости. Я должна сказать, что накладки для сосков здесь не обязательны. В моей практике есть мамы, которые с плоским и втянутым соском кормили без накладок. Ребенок хорошо прикладывался в итоге, да, и получал грудное молоко. Идем дальше. И поговорим сейчас с вами еще об одной трудности, с которой сталкивается мама. Это трещины сосков. К сожалению, это один из самых частых запросов на помощь консультанта по грудному вскармливанию от мам. Трещины бывают разной степени запущенности, так скажем, да. Раневая поверхность бывает также разной. Однако все мамы страдают от острой боли. Сосок – это очень чувствительный орган нашего тела, незащищенный совершенно, обладающий тонкой чувствительностью, тонкой кожей, да, не обладающий никакой защитой в виде жира, грубой какой-то кожи или еще чего-то. Никакой защиты нет. Сосок очень быстро травмируется. И поэтому, к сожалению, очень многие мамы с этим сталкиваются. Буквально в моей практике есть такие женщины, которые получили трещины сосков уже на родильном столе в роддоме, да, то есть первые же часы после рождения ребенка. И, к сожалению, трещины сосков это такое нарушение целостности молочной железы. В норме наша кожа – это защита нашей молочной железы от бактерий, от каких-то микробов. А рана на груди, трещина – это ворота для инфекции. К сожалению, уже через 10-14 дней развивается инфекция, очень часто возникает мастит и так далее. То есть одна проблема, трещины сосков, болезненность, да, сверхчувствительность, переходит, к сожалению, во вторую, это инфицирование, а бактерии живут на нас, в том числе молочница чаще всего возникает, да, это знакомая нам грибная такая инфекция. Так вот, к сожалению, очень часто возникает на груди молочница сосков, и во рту у ребенка она также развивается. Если не предпринимать никаких действий, если не терпеть боль, терпеть трещины, не менять прикладывание, а сквозь слезы кормить ребенка, то, к сожалению, это очень быстро приводит к тому, что инфицируется уже доли молочной железы, да, протоки, и мы можем получить даже гнойную инфекцию внутри, которая приводит к операции и антибиотикам, а иногда к стационару, к сожалению. Поэтому, дорогие мамы, если ваше кормление не налаживается, если вам больно кормить, если вы обнаружили трещины сосков, пожалуйста, обратитесь за помощью к специалисту по грудному вскармливанию. Вам нужно использовать по уходу за грудью крем с ланолином. Да? Они продаются в аптеке, можно купить в интернет-магазине, в магазине для мам. И использовать этот крем в качестве профилактики трещин и первичного такого лечения при каком-то дискомфорте, при покраснении, зуде, жжении сосков, вот, каком-то таком дискомфорте первичном, первоначальном. Ланолин увлажняет, создает пленку защитную и позволяет укрепиться, да, как бы коже нашей при вот такой нагрузке. Мазать следует после каждого кормления. Перед кормлением можно не смывать, а протереть мягкой тряпочкой остатки, если там жирно намазано, либо даже оставить так. Ребенку вред не наносится. Но действовать нужно срочно.
Терпеть трещины нельзя, потому что они ведут за собой другие проблемы. Мы видим, да, как наворачивается клубок проблем, когда не было правильного прикладывания, затем образовались трещины сосков, затем следуют другие трудности, инфицирование, застои и так далее. Идем дальше. Да? Перейдем к такой частой проблеме, которая называется лактостаз или застой молока в простонародье. Это когда мама ощущает, что ее молочные железы нагрубели, они стали чувствительными, болезненными, она видит покраснение или даже такое посинение молочной железы, ощущает под рукой при пальпации комочки, шарики, какие-то плотные места. Сцедить молоко бывает сложно, оно может не выходить, то есть грудь трудно опорожнить. Да? При этом грудь очень болезненная и чувствительная. Лактостаз это, во-первых, бывает физиологичным, да? Застой бывает физиологичным. В частности, я уже сказала, что на третьи сутки чаще всего у первородящей женщины, у второродящей, повторно родящей женщины раньше, может быть, да, приходит зрелое, то есть белое молоко на смену молозиву. И вот это называется такой первый физиологический застой, да, то есть он нормален, он естественный, пришло много молока, ребенок у нас на вторые, на третьи сутки оголодал, он уже требует, все сочетано на самом деле приходит, и вот этот вот организм выдает много молока вслед за тем, как до этого сутки ребенок активно стимулировал мамину грудь, активно просил, много сосал, да, и поэтому в ответ на его требование пришло молоко вот это белое. Если мы не прикладываем ребенка, то молоко белое и не придет. Если ребенок получает в роддоме смесь, водичку, глюкозу, что-то, то мы должны понимать, это приводит к тому, что задерживается выработка зрелого молока. То есть ребенок у нас дольше останется голодным, мама не будет зрело лактировать. Поэтому, когда приходит это молоко в ответ на стимуляцию от ребенка, мама может ощутить нагрубание, болезненность, покраснение молочной железы, комки внутри там груди, уплотнение. Мы должны понимать, что это норма. Здесь поможет правильное прикладывание и длительное кормление. В этот день, в эти сутки мама может провести, например, всю ночь за кормлением ребенка. Ребенок, я уже сказала, проголодался, он уже отдохнул после рождения своего и готов к тому, чтобы начать наращивать жировую массу, активно есть и активно расти. То есть все происходит естественно. К сожалению, уже вот этот первый физиологичный застой часто проживается мамами неправильно, они получают неправильные комментарии, да, и это приводит к еще более сложным последствиям. Запомните, пожалуйста, дорогие мамы, если вы чувствуете уплотнение в груди, боль, много молока пришло, стоит, что нужно здесь сделать? Логично, нужно опорожнить грудь. Это будет то правильное действие, которое вам надо сделать. Поэтому кормим ребенка, меняем позиции для того, чтобы стимулировать разные доли молочной железы. Ребенок у нас еще очень послушный, он еще не отказывается совершенно от груди. Если мы его держим на груди, он сосет. Да, у него есть сосательный рефлекс. Поэтому это ваш самый главный помощник. Также вам здесь поможет лактостаз – это то, с чем мама может справиться сама. Также вам может помочь сцеживание. Вы можете сцедить грудь, так, как получается. Сначала будет по капельке выходить, а потом будут бить струи. В течение примерно 20-30 минут маме следует сцеживаться. При этом важно быть расслабленной, налить себе чашку теплого чая, взять конфетку, сидеть спокойно, массировать грудь очень нежными, мягкими движениями, никакого давления, никакого растирания, никакого грубого воздействия на ткани молочной железы мы делать не должны.
Сцедить грудь 20-30 минут, тихонечко массируя попеременно, руки смазать кремом, чтобы все скользило, чтобы вам было приятно. Потихонечку сцедить, затем приложить ребенка. Все, что легко выходило из передних долей, выйдет сцеживанием. Все, что сложно, поможет вам справиться с этим ребеночек. После того, как вы опорожнили грудь, покормили ребенка, сцедили, следует ее охладить. Выложить на грудь холодное полотенце или какую-то заморозку свернуть в пеленочку, да, и положить на 7-10 минут. После опорожнения мы прикладываем. Холод. Что нам дает холод? Холод снимает отечность, болезненность, воспаление. Да? У нас сужаются, да, места вот этой вот отечности, и протоки освобождаются, молоко лучше проходит потом, болезненность снижается и так далее, воспалительный процесс снижается. Вот вам, пожалуйста, действие в случае лактостаза. Так мы действуем в течение суток, каждые 3 часа, опорожняя и охлаждая грудь. Как правило, при таких действиях, если это лактостаз, все становится хорошо, и мама самостоятельно справляется с застоем молока. Ей не требуется никакая помощь со стороны врачей или медикаментов. Если же у мамы сюда, к этим признакам, добавляется еще температура, мы должны понимать, что организм начал борьбу с инфекцией, с застоем, с воспалением. Температура нормально повышенная до 3 суток. На 3-е сутки рекомендуется обратиться к врачу, акушеру-гинекологу. Идите в женскую консультацию по своему участку, либо к дежурному, и скажите о том, что я хочу продолжать грудное вскармливание, но у меня случился лактостаз, у меня повышенная температура уже 3-е сутки. Я пришла за антибиотиками, совместимыми с грудным вскармливанием. Есть такие, они не проникают в грудное молоко и не вредят ребенку. Вы начинаете прием антибиотиков, помогая своему организму справляться с инфекцией и воспалением. И, как правило, прием антибиотиков здесь очень облегчает ваше состояние, улучшает его и удается быстрее справиться с лактостазом и с инфекцией. Идем дальше. Мастит. Мастит – это более сложное, более проблемное такое вот состояние, когда произошло более серьезное воспаление тканей молочной железы. У мамы очень плохое состояние, болезненность, болит голова, больно поднять руку, больно шевелиться, багровая грудь. Да, к ней невозможно прикоснуться, она плохо сцеживается. Мастит – это однозначное показание к тому, чтобы вы немедленно обращались к акушеру-гинекологу по вашему участку. Не нужно обращаться к хирургу. Хирург – это специалист в ранах, да, в каких-то там в операциях и так далее. Нужно обращаться к женскому доктору, который знает состояние роженицы, состояние постродовое, который знает гормоны лактации и который знает, что делать с женской грудью. Это первый ваш доктор, это акушер-гинеколог на вашем участке. Здесь также показана антибиотикотерапия, также опорожнение груди. Процесс здесь может идти длительное время и не терпит никакого простоя, никаких отлагательств. Да? Температура, как правило, при мастите у мамы очень высокая, под 40, состояние очень тяжелое, очень плохое. Вот, поэтому маме должна быть оказана помощь. Естественно, после того, как снято вот это вот состояние температуры, жара, болезненности, естественно, нужно дальше работать над правильным прикладыванием, налаживать это все. И мастит, и лактостаз не являются противопоказанием к кормлению ребенка. Главный ваш помощник – это ребеночек. Ребеночек лучше всего опорожняет грудь. Поэтому нужно кормить. Бывает также гнойный мастит, он часто лечится антибиотиками, но иногда требуется оперативное лечение, к сожалению. Мастит может развиться очень быстро, в течение пары дней. Абсцесс. Мы видим на рисунке слева указано, да, что в полости молочной железы образуется гнойная капсула.
она может вообще никак не беспокоить мать. Абсцесс длительное время длится, как бы, да, продолжается бессимптомно, то есть маму ничего не беспокоит. Она чувствует, что там какой-то шарик, и вообще-то у нее там побаливает, но нету такого ярко выраженного состояния воспаления, как при мастите. Абсцесс — это капсулка гноя, которая внутри молочной железы, ну и она, конечно же, убирается оперативным путем. Здесь тоже надо ехать уже скорее в стационар, в хирургию, желательно после обследования на аппарате УЗИ, для того, чтобы четко увидеть, что там, чтобы вам поставлен был диагноз. И на этапе мастита я бы уже рекомендовала сходить на УЗИ, а потом идти к врачу, чтобы было понятно, есть там гнойная полость или нет гноя, да. Вот. И здесь тем более нужно сначала посмотреть на УЗИ, а затем уже действовать. Очень часто абсцесс требует госпитализации мамы в стационар. Однако и гнойный мастит, и абсцесс, и даже хирургическое вмешательство, операция по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения не является противопоказанием грудному вскармливанию, если операция, надрез не сделан в области соска и ореолы. Если, например, вот так далеко, как здесь, да, то мама может продолжать кормить. Это важно и для нее, и для ребенка. То есть мы не рекомендуем здесь подавлять лактацию каким-то образом, а рекомендуем продолжать лактацию, несмотря на то, что вот произошел такой вот неприятный момент, такое вот, да, неприятное событие, болезненное событие. Тем не менее, оно преодолимо, и мама может дальше продолжать кормить. Важно здесь наладить правильное прикладывание и устранить те причины, которые привели к такому воспалению. Ну и еще одна тема, которую хочется сегодня разобрать, она очень часто звучит в качестве запроса от мам, это запрос про мало молока. Очень многие мамы обеспокоены тем, хватает ли ребенку молока, не голодает ли ее ребенок, достаточно ли в ее груди вырабатывается питание для малыша. Парадоксально, но очень часто с этим запросом приходят мамы, которые обращаются параллельно и говорят: вообще-то у меня застой, вообще-то у меня вот здесь побаливает в подмышечной доле, да, но ребенку мы дали смесь, потому что молока не было. Да? То есть посмотрите, такой вот параллельный, противоречивый такой запрос. Да? С одной стороны застой, а застой — это всегда, когда молоко есть и его много. А с другой стороны, мама жалуется на то, что ребенку не хватает молока. Чаще всего причиной является неправильное прикладывание. Ребенок не может хорошо, эффективно опорожнять грудь, к сожалению. Во-вторых, мама неправильно организует кормление, то есть либо эти кормления очень редкие, либо она очень часто меняет грудь и таким образом нарушает нормальную организацию процесса вскармливания. Мало молока бывает у очень маленького количества женщин. Обычно это не больше 5% женщин, ну вот вообще не могут кормить ребенка грудью, 5% женщин в популяции. Это женщины с серьезными гормональными нарушениями. Как правило, у них недоразвита грудь, она такая девичья, детская. У них, как правило, наступает очень тяжело беременность. Это очень часто стимулированная беременность, либо ЭКО. То есть мы понимаем, что у нее есть проблемы с гормональной сферой, и она действительно может мало вырабатывать молока или не вырабатывать его совсем. Это также женщины с грудью после операции, либо с удаленными молочными железами. Вот эти женщины не могут кормить ребенка грудью. Все остальные вырабатывают молоко для своего ребенка. Очень небольшой процент женщин действительно вырабатывает мало молока. Тогда мы, поняв это, рассчитываем правильное количество смеси, которое может как бы додать ребенку, необходимо закрыть его потребности, да, удовлетворить пищевые потребности растущего ребенка. Мы должны помнить всегда, что
Искусственное вскармливание смесью всегда хуже, чем смешанное вскармливание, когда мама кормит и грудным молоком, и смесью. Да? Даже небольшое количество маминого молока дает возможность ребенку расти более крепким, иммунитет более зрелый у ребеночка, желудочно-кишечный тракт и так далее. Укрепляется связь мамы и ребенка. Поэтому, если даже вы столкнулись с тем, что молока недостаточно и решили внести смесь, помните о том, что ваша задача как можно дольше кормить ребенка грудным молоком, потому что вы обеспечиваете важнейшие его потребности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка грудным молоком минимум до 2 лет. У каждой пары мама и ребенок свой период, когда они будут готовы к отлучению. И даже если грудного молока было мало, но оно было в каком-то минимальном количестве, это было лучше, чем полностью искусственное кормление. Разобраться с тем, мало молока вырабатывается или все же мама где-то там допускает ошибки в организации кормления, поможет контроль веса ребенка, контроль за мочеиспусканиями ребенка, так называемый тест на мокрые пеленки, который делает специалист по грудному вскармливанию. И затем правильный, грамотный расчет смеси. Смесь нужно воспринимать как лекарство, то есть она должна быть назначена ребенку врачом, педиатром и рассчитана по объему суточному, а также по пропорции, которая дается за раз ребенку. Грудное молоко дается сначала. Мама, если у нее мало молока, выкармливает обе молочные железы ребенку, а затем уже прикладывает к обеим грудям, а потом уже дает смесь. И только в таком порядке. Между кормлениями смесью есть 3-часовой перерыв, а грудное вскармливание может осуществляться чаще по требованию ребенка. Значит, мама может покормить и через час снова приложить ребенка, а смесь будет только через 3 часа. Ну, это вот, этот расчет вам поможет сделать ваш педиатр или консультант по грудному вскармливанию. В целом же грудное вскармливание – это очень приятно и красиво. Это очень полезно для мамы и для ребенка. Это действительно очень естественно. И большинство сложностей, с которыми сталкивается мама, она сможет преодолеть. В моем опыте не было еще мам, которые были замотивированы кормить ребенка грудью и не справились бы с этим. Такого не было. Все замотивированные мамы справились со всеми трудностями и продолжили кормление. Кормили долго и с удовольствием. Я желаю вам этого же. И в случае, если вам нужна помощь, пожалуйста, всегда обращайтесь, мы будем разбираться с теми трудностями, с которыми вы столкнулись. И желаю вам хорошего дня и до новых встреч. Прощаюсь с вами сегодня. Благодарю за внимание.